Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. В этом году Северо-Восточный федеральный университет имени Аммосова отметит свое десятилетие. Главный вуз региона стал одним из 10 федеральных университетов страны в 2009 году и был создан на базе Якутского государственного университета с 75-летней историей. За эти годы университет стал крупным научно-образовательным центром всего северо-востока России. В свете освоения Арктики на базе СВФУ будет создан научно-образовательный центр развития Арктики и субарктики «Север». Какие задачи теперь предстоит решать главному вузу региона? Об этом и не только мы поговорим с гостьей нашей студии. Это президент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова Евгения Михайлова. Евгения Исаевна, здравствуйте. Добрый день. Ну, расскажите, с чего начиналось все-таки становление именно Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова и какие главные вехи можно подчеркнуть, что было наиболее важным для университета? Ну, возможно, якутяне знают о том, что где-то вот начиная с 2000-х лет, правительство Российской Федерации, значит, принимая планы, программы и так далее, значит, ну, конечно же, решали вопросы модернизации высшего образования, ну, всей системы. И вот в этом плане в 2006 году было проведено заседание Госсовета, на котором принимал участие президент республики Вячеслав Анатольевич Туров. Приехал и мне говорит, надо... вот такие будут виды, типы, категории. Надо, значит, нам с нашим университетом. Такое хорошее было отношение, вот, начиная с федерального министра Андрея Александровича Фурсенко, ну и членов коллегии, и Рособразования того же Николая Ивановича Булаева. Конечно, были вопросы, а сможет ли, есть ли ресурсы, есть ли возможности, а какие кадры и тому подобное. Ну, слава богу, это все преодолели, и в 2009 году, в октябре, как раз вот Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ. Конечно, я как-нибудь в мемуарах напишу, что пришлось выдержать, но я подозреваю, что работа была проделана очень серьезно, и нервов было потрачено очень много. Но за 10 лет в статусе федерального университет стал одним из лучших, одним из ведущих вузов Дальневосточного федерального округа в плане подготовки кадров. Какие масштабные проекты можно отметить, которые реализуются для развития региона, и какие задачи еще предстоит реализовать? За эти 9,5 лет практически нам удалось добиться изменения качественного состава студентов. Если, например, в 2010 году поступали, значит, студенты с 53 баллами по ЕГЭ, например, да, а сегодня это уже 64-65, а по некоторым направлениям и практически 90 баллов, например. Это доказательство того, что у абитуриентов, выпускников школы есть хорошие знания, школьные хорошие знания. Но мы с вами знаем, люди, которые прошли школу, насколько это очень такой важный момент. Ну и мы, повысив нижние границы, по которым поступают к нам абитуриенты, конечно же, были и разного рода там замечания и так далее. У вас слишком высокий балл по математике, по химии и так далее, выше, чем, допустим, у Рособорнадзора. Тем не менее, вот нам удалось добиться именно качественного состава наших студентов. Мы очень любим своих студентов, гордимся ими. И надо сказать, что они отвечают тем же. Практически 70% студентов у нас занимается научно-исследовательской деятельностью. Практически очень гордимся, что наверняка не осталось вот таких программ, где, ну, по которым вот занимаясь, студенты бы не показывали хороших знаний. А хорошие знания можно показать на международных и всероссийских олимпиадах предметных, например, студенческих. У нас в этом плане и математика, и инженерные направления, и, например, медицинское направление, они показывают хорошие знания наших студентов. Поэтому вот второе, то, что нам удалось добиться, это, конечно же, качественного состава преподавателей, профессорско-преподавательского состава. Ну, во-первых, очень хороший проект работал, инвестиции в НПР, инвестиции преподавателей, научно-педагогический состав, 100% обученные, переобученные. И мне иногда говорят, вот, вы там стольких людей уволили и так далее, а всего 7%. Да? И практически сегодня возрастной состав, например, наших преподавателей, это 47 лет, тоже показывает и доказывает стремление людей, которые готовы
и сами учиться, например. У нас, если в 2010 году остепененных было 59%, то сегодня это уже 69%, например. Ну и овладение новыми технологиями. Практически сегодня мало тех преподавателей, которые бы не пользовались цифровыми технологиями, например. Ну и так далее. Я могу долго рассказывать. Но один из главных показателей эффективности деятельности университета – это рейтинговые показатели, которые устанавливают различные рейтинговые агентства. Что можно сказать о рейтинге Северо-Восточного федерального университета на сегодняшний день? Какое место он занимает в российской системе образования? Может быть, можно отметить какие-то успехи и в международной системе? И как это участие в рейтингах сказывается вообще на деятельности? От времени, значит, они выпускаются по итогам определенного финансового года, например. Но начнем с того, что в 2009 году, вот сохранились архивные документы, в 2009 году университет, значит, планировал, что в 2015 году ЕГУ войдет в число 300 российских университетов и займет 220 место. Ну, эти архивные данные, от этого никуда не денешься. Но сегодня университет в национальном рейтинге вузов России занимает 31 место, например. План перевыполнили в 7 раз практически. Перевыполнили, да. А есть еще и другие, очень такой серьезный тоже рейтинг проводит Экспертра. Но мы впервые, значит, в этом году тоже заняли 31 место. Практически там по всем направлениям. Это, конечно же, и педагогическая деятельность, это знания наших студентов, это те средства, которые университет зарабатывает, например. Ну, зарабатывание университета – это через науку и так далее. Вот в этом я всегда видела свою задачу, чтобы те, кто здесь учится, и те, кто здесь работает, не испытывали дискомфорта, скажем, там, что у них зарплата маленькая и так далее. А если взять вот эти 9,5 лет, заработная плата преподавателей выросла ровно в 4 раза. Было 30 тысяч, это я еще пришла, подняла, да, в 2010 году. Сегодня зарплата 125 тысяч, например, в среднем месяце зарплата преподавателей. У профессоров еще выше, у доцентов, конечно, тоже выше. Ну и очень тоже такой серьезный момент, который касается в области и культуры, и искусства, и спорта, очень хорошие достижения наших студентов. То есть задача, которая касается создания комфортных условий, оно сегодня присутствует и в становлении научно-образовательного центра, вот, о котором вы вначале упомянули. Ну и, естественно, является миссией нашего университета. Это воспитание, подготовка таких кадров, таких личностей, которые, конечно же, бы имели высокий уровень интеллекта и моральной ответственности. Это самая такая главная задача. В этом году продолжается усиление работы по реализации национальных проектов, направленных на экономический рост страны. Какую роль в реализации этих проектов играет Северо-Восточный федеральный университет, являясь одним из ведущих научно-исследовательских центров Дальнего Востока, да и России? Ну, здесь вот главные, значит, национальные проекты – это наука и образование, ну и плюс создание цифровой экономики, например, не косвенно, а просто прямо. Это то, что сегодня коллектив и студентов, и преподавателей может дать сегодня, скажем, населению, региону и так далее. Ну, в области образования мы, например, вот совсем скоро у нас открывается новый центр, значит, коллаборации, значит, практически университет будет работать со школьниками, ну, с теми, кто имеет возможности дополнительно учиться, значит, дополнительно добывать новые знания. Значит, ну, мы их так для быстроты называем талантливые, одаренные дети. Ну, практически известно, что все дети талантливые, все одаренные, только надо, конечно, найти пути, подходы и так далее, чтобы раскрыть эти дела. И ну, назвали Дом научной коллаборации ДНК имени Никиты Гавриловича Соломонова. Ну, некоторые смеются, что ДНК Соломонова у вас открывается и так далее. На самом деле, конечно, утрируя можно и так сказать, на самом деле мы очень благодарны Никите Гавриловичу, которому совсем недавно исполнилось 90 лет. Вот всем бы так иметь такие хорошие знания, отличную память и огромное желание работать с молодежью, например.
То, что касается, ну и по другим направлениям, это ДПО, это дополнительное профобразование. Здесь тоже цифры мы стараемся увеличить, чтобы те, кто работает, вот, допустим, вы, сотрудники НВК СХ, могли бы последовать за Министерством охраны природы, которые практически уже все 100% обучены, начиная с министра Сахамина Милановича, практически получили второе высшее образование, то есть более высокий уровень образования, закончили магистратуру, например. И по национальному проекту «Наука» у нас тоже есть очень много серьезных проектов, и в том числе вот один из них – это решение нашего главы Асена Сергеевича Николаева, создание НОЦ, научно-образовательного центра. Это, значит, ну, не впервые, мы в 2010-2013 годах тоже реализовали проект «Кооперация с алмазной компанией», например, очень хороший проект. Это разработка инновационной, экологически безопасной технологии добычи алмазоносных руд на Крайнем Севере. Практически 24 неокра, 10 патентов и экономический эффект около 4 миллиардов рублей. Вложено было от компании 150 миллионов, федеральный бюджет 150 миллионов. Вот такие примеры, вот как мы говорим, заделы, они у нас есть. И вот в рамках НОЦ мы выбрали 3 направления. Одно из них – это бережливое природопользование. Практически сегодня по ним где-то около 60 таких проектов разработано. Качество жизни, значит, туда включается и дорога, и строительство. У нас здесь вот на Крайнем Севере, на многолетних мерзлых грунтах, например, это вопросы, которые касаются изменения климата. Есть здоровье человека, например, да, есть очень хорошее предложение медицинского института, мы, конечно же, их все поддержали. И третье направление – это конвергентные технологии. Это нанотехнологии, биотехнологии, когнитивные технологии, ну и информационные технологии. Будем учиться, учить и так далее. Около 140 у нас разработанных вот за эти полгода, значит, проектов. Сейчас у нас идет, ну, начало отбора. Есть проекты от 2 миллионов до 1,5 миллиардов, например. То есть фантазии очень много. И практически это не только преподаватели университета, не только ученые наши, да, это, ну, все могут участвовать. Евгения Исаевна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Желаю вам успехов в вашей работе. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». У нас в гостях была президент Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова Евгения Михайлова. До встречи в эфире.